Кем быть и куда пойти учиться? Над этими вопросами ломали головы поколения бывших школьников. А нынешние не такие. Они безучастно пожимают плечами и, кажется, ни о чем не беспокоятся. Вот и некоторые вопросы, которые задавали выпускники, дети энергетиков, на традиционной встрече с руководством Нерюнгринской станции подчас были далеки от производственной темы. Есть ли у вас на станции какие-нибудь устоявшиеся творческие коллективы? В то же время представители до мозга костей творческого коллектива Нерюнгринской ГРЭС старались перевести беседу к главному – выбору будущей профессии. Кем работать, как работать. Вопрос действительно очень серьезный. Может, сейчас вы это еще не все осознаете. Это ваше занятие на всю жизнь. Работа наша занимает в жизни очень много. И очень много от нее зависит. И желательно, чтобы и удовлетворение, и моральное, и материальное приносило. Иначе это будет очень трудно. Трудно работать, трудно жить. Выбрать надо будет. Для этого вот мы, энергетики, да, родители ваши, хотим показать свое предприятие. Предприятие ребятам показали, провели обзорную экскурсию по цехам, видимо, в надежде заинтересовать потенциальных молодых специалистов. В этом году их 40, и еще 4 оканчивают школу с серебряной медалью. Кто-то уже поступил в МГУ, но у большинства ответственные экзамены еще впереди, так что напутствия и пожелания будут не лишними. Желаю вам всем закончить школу прекрасно, выбрать профессию энергетика. Я желаю и прошу вас. И приходите к нам. Я работаю в энергетике с 1974 года, знаете, и не жалею. Прошел путь от слесаря 3-го разряда до замначальника цеха. Поэтому приходите к нам, мы вас научим работать. Председатель молодежного объединения «Молоток» Иван Попов по определению и возрасту к гостям ближе. На собственном примере он, как потомственный энергетик, также предпринял попытку сагитировать ребят пойти в эту жизненно важную отрасль. Со своими родителями когда-то точно так же сел, когда был выпускником, и мы обсуждали мое будущее. Отец мне сказал так: независимо от власти, независимо от устава, независимо от всех законов и положений, свет и тепло будет нужно всегда, во все времена и всем. То есть это надежная работа, вы никогда не останетесь без работы, находясь на предприятии. У вас всегда будет большая возможность открыть свой потенциал.